Учебный год в разгаре. Вот только у нашего маленького героя портфель с учебниками скучает в углу без дела, а школьный костюм лишь украшает шкаф. Девятилетний Руслан Музафаров рос обычным мальчишкой-хулиганом. Как и положено, в его возрасте ходил в школу, занимался спортом, провожал одноклассниц домой. Никто и подумать не мог, что Руслана в один миг буквальным образом собьет с ног страшная болезнь. Полгода назад он часто стал хандрить. В декабре начал жаловаться на слабость в ногах. Дальше больше. Появились головные боли, температура, повышенное давление. Опорно-двигательный аппарат прекратил функционировать. Руслан перестал разговаривать и принимать пищу. Сразу обратились в соматику, получается, к Муллах Мухаммедовой Гульсум Галиахметовне. И она нас сразу госпитализировала в Сибаю с предположительным диагнозом энцефалит. После этого через сутки нас отправили на скорой в Уфу. Когда диагноз подтвердился, прошли КТ и МРТ. В Уфе нас госпитализировали тоже сразу. И после обследования уже поставили диагноз энцефалополинейропатия у ребенка. На третий день у него полностью отказали ноги, он перестал ходить, не мог разговаривать, руками сам не мог шевелить. За несколько недель жизнерадостный мальчишка превратился в абсолютно парализованного человека. Чтобы он снова научился говорить, сидеть и элементарно держать ложку в руках, на лечение ушло 2 месяца. Теперь Руслан заново осваивает навыки за 9 лет. Самостоятельно ходить мальчишка не может. Его носят на руках родители, а передвигаться по дому помогает офисное кресло на колесиках, так как инвалидного нет. Получается, первый курс мы прошли в Уфе. Получается, лекарства. Полностью курс мы почти за весь свой счет покупали, потому что лекарства необходимые. На тот момент нам нужно было в течение месяца уже прокапать эти лекарства, для того, чтобы у него хотя бы иммунная система обновилась и заново начала работать. Поэтому куда-то с просьбами обращаться было некогда, так как я с ребенком сама находилась в больнице. Мы за свой счет, у родственников занимали. За свой счет все лекарства. Приблизительно у нас это около 200 тысяч вышло. 15 апреля Руслана с мамой ждут в Уфе, в Центре психоневрологии и эпилептологии для прохождения нового курса лечения, но средств на него у семьи, где работает только папа, нет. Но сейчас основная проблема то, что у нас на ноги мы сами его поднять не можем. Просто гимнастика, зарядка, гимнастика одна не поможет. Нужно ребенка все равно вести в центр, специалисты, чтобы работали с ним, там специальная аппаратура у них есть. Аппаратура сама по себе все бесплатно, но лекарств в центре для таких детей нет. Для курса лечения Руслану необходимо приобрести препарат под названием Актагам, одна ампула которого стоит 45 тысяч рублей. Сколько потребуется таких ампул, специалисты могут сказать только во время лечения. На возраст, рост и вес мальчика их необходимо от 3 до 6 штук. В среднем курс обойдется в 200 тысяч рублей. Врачи прогнозируют, что шансы выздороветь у Руслана есть, и неплохие. Только на это уйдет минимум 3 года, при условии, что ни одно лечение не будет пропущено. Помочь мальчику вернуться к полноценной жизни, начать ходить в школу и просто просыпаться по утрам без боли можете вы, уважаемые сибайцы. Для этого достаточно перевести любую сумму на расчетный счет карты или номер телефона, указанных на экране. Хотели попросить, конечно, о помощи людей, сибайцев, возможно, не только сибайцев, кто-то знакомых, друзей, может быть, с кем учились, работали, когда-то встречались, оказать помощь какую-либо, кто какую может. Понятно, что сейчас очень трудное время, мы понимаем, что финансовое положение у всех очень тяжелое. Но для нас даже по мелочи какие-то поступления и то будут в радость. А так заранее благодарим за помощь, если люди те, которые откликнутся. Надеюсь, кто-то поймет, сопереживает, что никто от этого не застрахован. Для нас это тоже был шок, мы не ожидали. И шоковое состояние пережили. И пока сейчас основной, конечно, силы на лечение хотим бросить. А кем ты стать хочешь, когда вырастешь? Хочу стать архитектором и поваром. А почему? Поваром охота вкусно готовить. Архитектором, потому что люблю строить дома. Всевышний помогает тем, кто помогает другим.
Запустить эту цепочку добра просто. Достаточно вспомнить, что ценность человеческой жизни превыше всего. И гораздо важнее иметь в жизненном багаже благие дела, нежели статусные вещи. Нельзя проходить мимо чужой беды. Добро бумерангом обязательно возвращается. Каждый человек должен сделать в своей жизни что-то, чтобы получить взамен улыбку счастливого ребенка. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.